Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Абхазии Бадра Гунба окажет поддержку в завершении ремонта Ишерской средней школы имени Владислава Ардзинба. К 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба расширенное заседание Президиума Академии наук Абхазии состоялось в Сухуми. 9 из 12 на отлично выпускники АГУ защитили дипломные работы по графическому дизайну. Президент Абхазии Бадра Гунба обещал оказать поддержку в завершении ремонта Ишерской средней школы, которой в этом году исполняется 100 лет. Школа названа в честь ее выпускника, первого президента страны Владислава Ардзинба. Глава государства посетил учебное заведение, побывал в Музее боевой славы и обсудил с местными властями, какие работы предстоит завершить до начала нового учебного года. Подробности в репортаже Заура Кварчия. Расположенная в родном селе Владислава Ардзинба Ишерская средняя школа стала первым учебным заведением в Абхазии, названным в его честь. Свой визит президент Бадра Гунба начал с осмотра Музея боевой славы, действующего на базе школы. Главе государства показали экспозицию, посвященную первому президенту Абхазии, и рассказали о его школьных годах. Я заучен атурых миртон сосматаге Ицевича Хагон, Ира Владислав Григорьевича, и Кытыржи Худжрашек скузиги хойгай, аги рабхедза еще жахей хойгос, и шурабе бжарахе школа хон ашхоп, дарадза и джуркшигас, дарадза узакухша задвяку на баси схаун хкатова и снаги высырхан биби я биби я бибичку нагрызл захочу вас загибду на басивший схаун Владислав Григорьевич. В завершение экскурсии директор музея вручила президенту памятную книгу «Эпоха Ардзинба». Бадра Гунба, в свою очередь, сообщил, что экспонаты в будущем будут переданы в новый музейный комплекс, который планируется построить на территории мемориала Владислава Ардзинба в Ишере. Затем глава государства осмотрел отремонтированные помещения школы. В прошлом году на эти цели из республиканского бюджета было выделено 10 миллионов рублей. Средства направили на облицовку здания, капитальный ремонт 3 классов, санузлов, раздевалок и котельной. Близится к завершению и обновлению спортивного зала. Доделано у нас, значит, бойлерное отопление. Делают они вот в процессе всего вот этого вот. Все остальное вроде доделано. Проблем нет в спортзале, все решено, если работы ведутся. Крыша не течет, все нормально. У нас опять с головами вот по периметру здания она прогнулась, и нам и на парцуза бля саныз говорим, их нарчи да бля замзи гезих, она бля зубит хастас. После осмотра состоялось рабочее совещание с участием руководства школы, районной администрации и депутатов парламента. Так Фазлы Биавицба напомнил, что в этом году школа отмечает 100-летний юбилей и нуждается в комплексном ремонте. Он также сообщил, что планирует обратиться в Народное собрание с просьбой о выделении 10 миллионов рублей, но этой суммы недостаточно для покрытия всех необходимых расходов. Территория еще зандарится и тбау. Аха, она баагуб, хазису на хзе. Кроме ремонта учебных помещений, требуется снести ветхие постройки на территории школы, отремонтировать задний фасад, уложить тротуарную плитку, обновить крышу и ограду. Одна из проблем – узкий участок дороги, ведущий к школе.
По словам главы администрации Сухумского района Алхаса Читанава, решить эти вопросы планируется до начала учебного года. Специалист أكحسب الشيختاني عاوز ويوسي حنربو ريزيرف جاو جوخ مليون يا شنزك مات يربي أبري لزبيري بيجي هذا تاور تزامتي بشتوجت ناس كتران أبزر أبو شاتكا مسراوا ما يجي مقيد يزود درس سنة كي جحكا وزرب خب نبنزخرمو رمو ديو كولتوري زرب شيء ميربري ديش كاري جوب وبريقن أبري زارج تخرا رحول حب خمشرته بس أقول رحمه بيزبنزر نسيجي وحكا وتيززكو تسكسيامو. Президент заверил, что правительство окажет в школе всю необходимую поддержку. Все запланированные работы должны быть завершены к сентябрю, когда в Ишере состоятся юбилейные мероприятия к 100-летию школы и 80-летию со дня рождения Владислава Ардзенба. Владислав Григорий по ихец по школу, это глазающий хомпада, это глазающий их русскую. Я халшу зигнах дотсом, прашешь хото каре школу, и зазгаш тазибш, я халшу убри, тазгатера Голландзе, я халшу ускоми пакре, поскольку я нагу уже арглоюсь, я харе хайцахопшев, и вот глазаща, а ныз харен гаг усрука харлотло, каре школ, акша мокша, заруку инцепту, нас иззывшаз. Сегодня в Ишерской школе имени Владислава Ардзенба 61 ученик. Педагоги и местные жители надеются, что после юбилея учебное заведение получит вторую жизнь и станет не только школой, но и важным центром исторической памяти. Заур Кварча, Сосрыхуа Гуха, Абаза ТВ. Расширенное заседание Президиума Академии наук Абхазии, посвященное 80-летию со дня рождения Владислава Ардзенба, состоялось в Сухуме. Заседание посетили вице-премьер Джансух Нанба, глава администрации президента Беслан Эшба. На мероприятии присутствовала супруга первого президента Светлана Джергения. Ей вручили 8 томов нардского эпоса за авторством президента Академии наук Абхазии Зураба Джапоа. Он подчеркнул, что Владислав Ардзенба придавал важное значение исследованию героического эпоса и способствовал этому. Без всякого официоза люди делились своим мнением, воспоминаниями искренними. Трогает за душу очень. Спасибо вам огромное. Дай Бог, чтобы не первый раз и не последний раз мы здесь собирались. По любому поводу, не обязательно только поэтому. И чтобы у нас было что друг другу рассказать. Всем здоровья. Еще раз здоровья. Спасибо еще раз вам за все. Ученые выступили с докладами, которые посвящены различным аспектам жизни и деятельности первого президента республики. В числе тем не только основание современного абхазского государства, но и вклад Ардзенба в востоковедение, кавказоведение, нартоведение. Видеоотчет с расширенного заседания Президиума Академии наук Абхазии, посвященного 80-летию со дня рождения Владислава Ардзенба, смотрите в нашем эфире в ближайшие дни. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия 11 июня зарегистрировала инициативную группу избирателей по выдвижению Джопу Астамура Дауровича, кандидатом в депутаты парламента по избирательному округу номер 26 Дранский. Досрочные выборы по этому округу состоятся 26 июля. Проект закона о внесении изменений в градостроительный и строительный кодекс Республики Абхазия рассмотрели в парламенте в ходе заседания Комитета Народного собрания парламента Республики Абхазия по экономической политике, реформам и информационным технологиям под председательством депутата парламента Резу Зантария, который и выступил с данной законодательной инициативой. Участники заседания детально обсудили предлагаемые изменения. Градостроительный и строительный кодекс, принятый в июле 2024 года, определяет правовые основы, принципы градостроительной и строительной деятельности, полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также права и обязанности физических или юридических лиц в области градостроительной и строительной деятельности.
К другим темам. В МВД накануне провели медицинское освидетельствование личного состава на предмет употребления запрещенных веществ. Тестирование проходило в здании МВД. Смотрите материал пресс-службы ведомства. В Министерстве внутренних дел прошло свидетельствование личного состава на предмет употребления наркотических и психотропных веществ. 10 июня в ведомстве состоялось совещание под председательством вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Кют с личным составом госавтоинспекции городов и районов. В совещании также принял участие заместитель министра, курирующий данное направление Беслан Чкадуа. Руководители МВД обсудили с инспекторами текущую работу ГАИ, однако основным вопросом, как выяснилось в ходе совещания, стала внезапная проверка всего присутствовавшего личного состава на предмет употребления наркотических и психотропных веществ. От вас сегодня зависит жизнь, как и взрослых, так и детей. Вы знаете, что происходит. У нас сегодня больше нигде такой статистики по смертности нету по всем направлениям, как на дорогах. К сожалению, великому, маленькое послабление влечет за собой беспорядок на дорогах. Вы знаете, что буквально недавно был указ президента о проведении медицинского свидетельствования всех сотрудников органов внутренних дел, в том числе также в Министерстве ведомств. С сегодняшнего дня здесь я предлагаю сделать так, что я как руководитель, чтобы у вас ни у кого вопросов не было, и мой заместитель, и другие руководители, которые есть, мы сами первые это пройдем, а вы пройдете все за нами. И скажу вам так, это обязательно для того, чтобы мы знали, что мы находимся в чистых рядах. Все же согласны? Ну и все. Тестирование проходило в здании МВД, где лаборанты Республиканского наркологического центра уже подготовили все необходимое для процедуры освидетельствования. Среди сотрудников МВД данное мероприятие проводится впервые за долгое время. Первыми проверку прошли руководители Роберт Кют и Беслан Чкадуа. Далее руководящий состав УГАИ. Проведение данного медицинского освидетельствования проходит под контролем сотрудников управления собственной безопасности. Тесты, используемые врачами, способны выявить все известные сегодня виды наркотических и психотропных веществ. Мы проводим все виды наркотиков, которые у нас есть. Это сюда входит морфин, марихуана, метадон, амфетамин, метамфетамин, барбитураты, пригабалин, то есть лирика, что еще, кокаин, в общем, 10 видов наркотиков. Еще субитекс. Процедуру мы начали проводить с министра Кют Роберта Витальевича и его зама Чкадуа Беслана Руслановича. В общем, проводим всех сотрудников ГАИ республики. На сегодняшний день тестирование прошли более 100 человек. Целью данного тестирования является выявление недобросовестных сотрудников, употребляющих наркотические и психотропные вещества. Проводится оно в соответствии с поручением главы государства Бадры Гунба. Все сотрудники, у которых тест был положительным, будут уволены из органов внутренних дел. Сегодня мы проводили процедуру медицинского освидетельствования среди личного состава управления госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия. И, к сожалению, есть положительные результаты. Могу сказать, что мы в первую очередь должны обязательно почистить свои ряды от недостойных сотрудников, которые имеют склонность к употреблению наркотических препаратов. И, соответственно, эта работа будет продолжена по всем другим направлениям, все сотрудники Министерства внутренних дел обязательно должны пройти медицинское свидетельствование. Все те, кто будут выявлены с положительным результатом, будут уволены из органов внутренних дел без права восстановления по соответствующей статье. Минюст Абхазии приступил к созданию государственного регистрационного центра. Он сможет обеспечить полный спектр услуг в регистрации субъектов предпринимательской деятельности по принципу одного окна и создаст условия для дистанционного взаимодействия с заявителями, рассказал «Спутнику» глава Минюста Анри Барциц. Он подчеркнул, что с 2020 года ведомство работает над упрощением механизма предоставления госуслуг.
Сначала были оцифрованы данные единого госреестра индивидуальных предпринимателей и юрлиц, а сейчас создается единая информационная платформа. Ожидается, что она упростит процедуры, повысит доступность госуслуг для граждан и бизнеса. Министр экономического развития России Максим Решетников посетил павильон Абхазии на международном форуме «Путешествуй». Как сообщает спутник Абхазии, его встретил министр туризма республики Астамур Логуа. Решетникова угостили абхазским чаем и подарили памятные подарки. Он также обсудил с абхазскими предпринимателями новые возможности развития туротрасли. Кроме того, павильон Абхазии посетил депутат Госдумы Николай Валуев, зампред правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры и туризма Дмитрий Чернышенко, замминистра экономразвития Дмитрий Вахруков. Министр просвещения Хана Гунба принимает участие в 3-м международном форуме министров образования «Формируя будущее». Форум проходит с 11 по 12 июня в городе Казани на площадке IT-парка имени Ромеева, сообщает пресс-служба Минпроса. В рамках форума состоялись встречи Гунба с директорами всероссийских детских центров «Орленок» и «Океан». Также планируется ряд встреч, посвященных актуальным вызовам международной образовательной среды, системе ценностей, воспитанию, оценке качества и доступности образования. В Абхазии отдохнут более 200 детей из Херсонской, Курской и Белгородской областей, заявил исполняющий обязанности замглавы Минтуризма Республики Астамур Барциц. Первая группа из Херсонской области в составе 25 человек приедет в республику уже 16 июня. Гудаута и Пицунда вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха на базах летом. В тройку лидеров вошли станица Голубицкая и Должанская на Кубани, Крымский Ейск. Абхазские курорты занимают 6-7 места в списке. При этом Гудаута стала одним из самых дорогих направлений. Ночь на турбазе там в среднем обходится в 7468 рублей. Цены на проживание в Пицунде гораздо ниже, в среднем 5650 рублей в сутки. Следует из данных сервиса Твил. Сотрудники ГИМС МЧС и погрануправления ФСБ России в Абхазии провели совместный рейд в акваториях Сухумского, Гудаутского, Гулрыбского и Ачумчирского районов. В ходе рейда проводилась проверка наличия у владельцев маломерных судов соответствующей документации на право пользования плавательными средствами, а также их технического состояния. Инспекция выявила незначительное количество нарушений правил судопользования. Нарушителям вынесены устные предупреждения, выписаны административные штрафы. Абхазский деревянный орнамент, музей природы имени Виктора Маланзия и афиши в стиле флэт-дизайн. Студенты АГУ защитили дипломные работы по графическому дизайну. Подробнее Надежда Боровикова. Особенности абхазского орнамента в традиционных изделиях из дерева исследовала выпускница кафедры графический дизайн Амина Аджинджал в своей дипломной работе. Члены комиссии высоко оценили работу студентки, отметив, что это еще один шаг к созданию полноценного сборника изображений абхазского традиционного орнамента, который, к сожалению, до сих пор не был создан. Сбор материала затруднялся за счет того, что у нас, в принципе, из литературы это всего лишь вот 2 книги, это Аджинджал и Малия. По каким-то фотографиям, которые есть в книге, то есть брались оттуда элементы орнамента. Также музей, Абхазский государственный музей, этнографический музей ПСН. То есть вот такие различные источники. Кто-то даже мне отправлял фотографии своих домов в деревне. Все отрисовки, они были собраны в книгу, было отрисовано свыше 60 орнаментальных элементов. Они были переведены в вектор, который в дальнейшем можно будет использовать в различных вообще направлениях, как в графическом дизайне, также в экспозиции, допустим, в книжной графике и так далее. Молодой режиссер Сандро Аблотия тоже выпускник 4-го курса специальности графический дизайн. В качестве дипломной работы он создал киноплакаты к фильму «Сара», над которым сейчас работает.
В рамках этой дипломной работы я сделал 8 киноплакатов. Вот, они все в стиле flat design. Также я еще сделал буклеты, сделал билеты в этом же стиле и провел исследование на тему киноплакатов, как они развивались в Абхазии, вот в каком стиле они были. Я выбрал flat design, потому что он идет как основной сейчас дизайн везде, на баннерах он очень часто фигурирует и на буклетах, на визитках. То есть он минималистичный, и его легко воспринимать. Ангелина Жвания презентовала проект экспозиции для Музея природы Абхазского госуниверситета. Музей назван в честь академика, кандидата биологических наук, выдающегося орнитолога Виктора Ильича Маландия, который ушел из жизни в 2022 году. С этим предложением ко мне обратилось само руководство университета с просьбой создать экспозицию для музея. Музей он существует на территории университета на факультете биологии и биомедицины. В нем собраны различные экспонаты, но, к сожалению, он находится в плачевном состоянии и на данный момент отсутствуют условия для должной демонстрации и для хранения экспонатов. Я определила задачи проекта и составила проект экспозиции, которая будет разделена на 10 блоков, и каждый из которых будет демонстрировать определенную группу экспонатов. Была проделана огромная работа. Помимо экспозиции был также разработан логотип, фирменный стиль, который послужит рекламой для музея и его продвижения в дальнейшем. Факультет искусств Абхазского госуниверситета – один из наиболее динамично развивающихся. Год назад направление дизайн выделили в отдельную кафедру. Она включает в себя такие специальности, как графический дизайн, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера и дизайн костюма. Заведующая кафедрой Елена Лобаху оценит, когда дипломные работы студентов решают какие-то проблемы или отвечают на конкретный запрос и таким образом несут пользу. Дело в том, что вот Амина Аджинджал, да, то есть она берет тему, которая у нас не исследована вообще в обществе. И это, то есть у нас проблема с орнаментом на сегодняшний день абхазским существует, нет исследования. И мы уже второй год делаем так, что вот какую-то часть этой проблемы, до этого у нас было изучение орнамента в текстиле, теперь изучение орнамента в дереве и так далее. И дальше мы собираем как бы материал, чтобы в целом потом сделать какой-то общий исследовательский комплекс такой. И вот то, что делала Ангелина Жвания, то есть была задача поставлена университетом, и она сделала диплом не в отрыве от чего-то, а с интересами, которые стоят перед университетом. У нас часто дипломники тоже берут темы, которые интересны для или заказа уже есть. Есть уже люди, которым это интересно. И действительно это можно как бы развивать, потому что они делают дипломную работу, они креативные в этом. Им это интересно, и в то же время это может быть что-то быть новое для людей и для общества в целом. 12 выпускников специальности графический дизайн защитили свои дипломные работы. 9 из них получили высший балл, включая всех героев этого репортажа. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Абхазия и Россия вместе будут развивать киноиндустрию в республике, рассказал министр культуры Абхазии Дауркова. В Абхазии есть киностудия «Абхазфильм», подведомственное учреждение Министерства культуры. А помимо «Абхазфильма» мы также хотим выстроить систему, которая позволит нам в полной мере заниматься именно вопросами киноиндустрии как таковой, пояснил он в программе. Такие обстоятельства на радио «Спутник». Кова отметил высокий спрос на Абхазию как локацию для съемок. Сейчас на территории республики кино по согласованию с Минкультом снимают 4 российские компании. Кова уверен, что работа в этом направлении должна быть структурированной. Абхазия представила фильм на абхазском языке «Я вернусь с победой» на фестивале «Евразия Кинофест» в Сочи. Я очень рада, что мы можем вот так представлять Абхазию не только в России, но и показывать представителям других стран. Для нас это очень важно, отметила представительница республики Аида Габуния. Как сообщает «Спутник Абхазии», участники из Абхазии смогли посетить мастер-классы, пообщаться с иностранными режиссерами. Это такая творческая обстановка, где ты чувствуешь, что ты на своем месте, вдохновляешься, стремишься показать свое, не забывая важные ценности. Такой обмен опытом между культурами – это очень значимо, добавила Анна Хачатурян. На фестивале, который проходит с 6 по 13 июня, кинематографисты из 26 стран представят более 90 фильмов, а жюри определит победителей в ключевых номинациях.
Нарты из Абхазии прибыли в Екатеринбург. Вместе с командами высшей лиги 4 татарина и сборной МАЭ они примут участие во встрече выпускников КВН 20 июня. Ведущим шоу будет Валдис Пельш. В числе членов жюри войдут Сергей Светлаков и космонавт Олег Новицкий. Телеверсию шоу покажут на Первом канале. В Абхазском государственном драматическом театре имени Чанба состоялся концерт, посвященный Дню России. В исполнении Государственного камерного оркестра Республики Абхазия под руководством народного артиста Абхазии Давида Терзяна прозвучали камерная музыка, романсы, оперные арии, включая сочинения Рахманинова, Чайковского, Артемьева, Ратера и Косина. Немного о спорте. Сухумские борцы завоевали 4 медали на 10-м всероссийском турнире по вольной борьбе в городе Грозном. Сухумская команда юных борцов, представляющая секцию вольной борьбы, Управление по делам молодежи и спорта, продемонстрировала высокий уровень подготовки и завоевала 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Тренируют спортсменов Игорь Бирай и Мираб Хашба. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 12 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Местами в предгорных районах возможен слабый дождь, атмосферное давление пониженное, ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 15-20, днем 21-26. Температура морской воды плюс 22, относительная влажность воздуха 50-70%. На этом у меня все. Всего доброго. До свидания.